Здравствуйте! Настал третий день международных интеллектуальных игр. У нас стоит по-настоящему тропическая жара. Но несмотря на это, у участников нет времени прохлаждаться. Участники посетили мастер-классы, на себе испытали якутскую зиму, прошли первый и второй туры 3D-моделирования и охладились в водной битве. А подробнее обо всем этом вы узнаете из сегодняшних дневников. Советую вам досмотреть до конца, ведь мы озвучим вопрос дня. А победителю приз! Прямо сейчас я нахожусь в кофейне, где для участников конференции Якутия International Science Fair именитые профессора проводят мастер-классы на интересные темы. И я решил их посетить. Одним из преподавателей мастер-класса является непальский профессор, доктор наук Брасан Раджпан. Он рассказал участникам, как он применяет науку в медицине и образовании, про метод реинновации. Профессору очень понравилась Якутия. Также он оставил свои самые лучшие пожелания всем участникам. Под влиянием интернета и обилия информации система образования меняется в наши дни. Как я упомянул на лекции, информацию, которую вы получаете в Якутске, такая же, если бы вы были бы в Москве или в Нью-Йорке. И поэтому я бы хотел сказать, что вам нужно думать именно в этом направлении и менять методы обучения, и мир будет открыт для вас. А сейчас мы слушаем лекцию профессора Мортона Ленхельма, который из Великобритании. Он рассказывает нам о термоядерном синтезе. Мортон Ленхельм является ведущим ученым-исследователем организации Jet Exploitation Unit. Он рассказал ребятам довольно непростую тему, посвященную ядерной энергетике. В частности, о том, что нужно искать альтернативные источники энергии, например, ядерное слияние. The master class was pretty amazing, especially the nuclear one. Like we have come to know about ITER and said that Мастер-класс, по моему мнению, прошел отлично. Особенно меня впечатлил ядерный проект. Первое, что стоит упомянуть, это то, что их проект становится более эффективным. Также я спросил, могут ли возникнуть какие-либо несчастные случаи во время реализации проекта, на что получил отрицательный ответ. Эти факты сильно нас обрадовали. Надеемся, что проект сможет выбиться в лидеры. Сегодня к нам пришли многие ученые из разных иностранных стран, и мы услышали о таких мастер-классах, о каком мы даже не думали. То есть нам рассказывали о медицине и о физике. И больше всего мне понравилось, как ученый из Непала рассказал нам, как они лечат людей очень серьезными болезнями. Ребятам повезло посетить мастер-классы ученых с мировым именем. Это им, конечно, поможет в дальнейшей научной деятельности. Именную табличку с логотипом нашего канала сделали ребята из города Якутска, и при этом это у них не составило большого труда. По идее, сложностей не будет, если заранее подготовиться и просмотреть, как работает принтер, как работает сама программа. Например, все они работают на программах, на которых они учатся и обучаются. То есть сама программа не предоставляет сложности. А принтеры, они новые для каждого. Ну, у кого-то они, возможно, стояли в учебных заведениях. А так у нас были тренировочные слеты, на которых нам объясняли, как пользоваться принтерами, как загружать в них программу. Соревнования по 3D-моделированию проходят в два этапа – технический и творческий. Сейчас участники заняты заданием художественного конкурса, а именно смоделировать символ игр. Участница из Казахстана Адель Ержанова настолько увлечена созданием командного проекта, что не считает минуты. А второй этап – сейчас мы моделируем персонажа, который будет символизировать международные интеллектуальные игры. Расскажи тогда об этом персонаже. Кто он, что он, из чего он? Мы решили сделать бога знаний. Посмотрели в интернете. Тогда как раз узнала, что у вас есть свои боги. Получается, вроде бы есть бог изобретений, бог знаний. Каждый из них живет на каком-то небе, 8-е небо, 7-е небо, и спускается на землю в какой-то месяц. Вот. Но пока мы, получается, искали всякие референсы, то есть картинки, арты, на которые мы опираемся, вот, и собираемся через детали связать его как-то с Якутией и с международными интеллектуальными играми. По критерию на создание работ дается 8 часов. Команды должны работать не только быстро, но и качественно, подобно настоящим профессионалам. На первом этапе была дана задача вместить как можно больше инструментов в один. От команд требовалось создать дизайн мультитула. Получается, чтобы модель смогла быть распечатана и чтобы она работала вообще. Все.
И как бы сданы все файлы для печати. И если они распечатали, за это тоже мы ставим баллы, но как не очень большие. После трудных 2 дней ребята наконец узнают итоги уже совсем скоро и с огромным волнением и трепетом ожидают результатов. Всем привет! Наши гости находятся в городе Якутске уже пару дней, и все это время в столице стоит неимоверная жара. Но сейчас мы с вами вместе окунемся в настоящую, реальную Якутию. Вот и началось наше путешествие в царство вечной мерзлоты. Это место поистине волшебное, ведь именно здесь каждый может ощутить все прелести зимы с другой стороны. На входе в царство посетителям выдают теплые плащи, уги и каски для безопасности. По моему мнению, огромным плюсом можно считать то, что благодаря вечной мерзлоте летом температура в пещере не поднимается выше -4, но зато зимой не опускается ниже -10 градусов. Я нахожусь здесь не в первый раз, но всегда меня завораживает красота этих ледяных фигур. Наверное, для наших гостей это очень удивительно. Мне очень понравилось кататься с горки. Я буду рассказывать своим родителям, что летом я каталась с ледяной горки. Вот. Мне понравились скульптуры, которые здесь расположены. Да, мне очень здесь нравится, что это особенность Якутии. И то, что скульптуры, да, все очень красиво сделано. И, правда, прохладненько немножко. Мне кажется, здесь особенно интересно будет фанатам «Игры престолов», потому что очень-очень крутой трон, на нем можно пофоткаться. Ну и, в принципе, здесь все выглядит впечатляюще. Меня очень впечатлило это место. Оно не тает, несмотря на огромную разницу в температуре. Царство вечной мерзлоты – это ворота в прошлое. И здесь мы открыли настоящую Сибирь. В царстве есть множество различных ледяных скульптур, которым при желании разрешается прикоснуться на счастье. Вы не поверите, но тут даже есть герои сериала «Игра престолов», различные животные, фигуры людей и настоящая горка, сделанная из льда. Наш зритель вот и увидел, как участники международных интеллектуальных игр почувствовали щепотку якутского холода. Сегодняшний герой нашей рубрики – Кирилл Полторыхин из Хангалахского улуса. Он ученик Максаголовской средней образовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов. Я участвую в Science Fair, это международная конференция в категории физика и астрономия. Как я это люблю говорить, я пришел сюда постепенно, начиная с улусных НПК «Шаг в будущее», затем уже республиканские, затем меня отправили в Россию, в город Москву, и затем меня заметили, и уже начали курировать на международные проекты. Мне очень все нравится, ребята все открыты, с каждым можно поболтать. Уже познакомился с некоторыми делегациями, это Сингапур и Тайвань, и Бангладеш. В принципе, очень все прекрасно организовано, мне очень нравится. Он является активистом и часто посещает мероприятия высокого уровня, которые порой происходят и за границей. Его самым важным событием в жизни является посещение конференции в Мексике. Самое главное достижение моей жизни – это участие в конференции в Мексике, штат Южная Нижняя Калифорния, в городе Ла-Пас. Это была Экспо-Ciencias Nacional, где участвовало около 1500 человек, и это было просто невероятно. Очень море впечатлений, все было просто отлично, шикарно, очень понравилось и на всю жизнь запомнил. Желаем Кириллу успешно выступить и зажечь свою звезду. Я вам покажу, где настоящее веселье. What do you think about Republic Sakha-Якутия? I think it's a really nice place. Я считаю, что это очень красивый край. Мне говорили, что здесь холодно, но сейчас середина лета. Мне здесь очень понравилось. Really nice. I really like the environment. It's a new kind of experience. I think this place has a very rich culture, like especially after yesterday's. Якутия обладает очень богатой культурой. Это я понял после вчерашнего мероприятия. Также я знаю, что она славится другими достояниями, такими как хаски, мамонты.
Я думаю, что теперь больше людей захотят узнать о республике. This place can continue being passionate about science. Yeah. Third day of Yakutia International Science Games comes to close. And we are ready to sum events up. Dear friends, today we will sum up third day results. Since early morning, guys have visited the master classes of scientists with a worldwide name from Nepal, Prasant Raj Pant. He told about how he uses this science in medicine and education fields, about the method of reinvention and how to rethink the methods that have already been invented. As Professor said, he liked Yakutia very much and wished best of luck to the participants. Morten Lindholm is the leading scientist and researcher of the Jet Exploitation Unit. He told about nuclear physics, about alternative sources of energy. Abnormal heat for Yakutsk did not surprise our guests from tropical countries, so they never noticed the climate changes. But now we will plunge into real Yakutia. So our journey to the kingdom of permafrost began. This place is truly magical, because here everyone can experience all the delights of winter from the other side. There are many different ice sculptures, and if you are allowed to touch them, you may make a wish. The most surprising thing about the kingdom is the Game of Thrones characters made of ice. Also, you may see here various animals, human figures, and a real hill made of ice. The competition for 3D modeling continued today. The strongest gathered together to fight for the title of the mightiest one. You should be attentiveness, have developed skills, and be creative. We are sure that everyone possesses these qualities, as the models obtained are striking in their beauty. However, in the long run, the participant whose work will be able to continue 3D presses will win. So, now we suggest you to get acquainted with our mysterious Republic. Вот так насыщенно прошел третий день международных интеллектуальных игр. И пришло время озвучить вопрос дня. Внимание! Вопрос. Какой газ утверждает, что он – это не он? Ответы присылайте по указанному номеру. Ну а на вопрос, который был задан вчера в наших дневниках, ответ точка. Быстрее всех ответила Виктория. Поздравляем! Следите за нашими дневниками каждый день в 9 вечера. До новых встреч!